должна быть аккуратно. Для этих ребят служба в армии – святой долг. Получив первое звание рядовой, добровольцу распределяют в ряды вооруженных сил России. Напутственные слова для ребят перед такой важной миссией уже традиция. Скоро они окунутся в настоящую школу жизни. Поэтому старшие не устают повторять. В какой бы точке страны ни служили ингушские призывники, важно помнить свое происхождение и показать себя с самой лучшей стороны. Кодекс чести еще в 1812 году, которое было у офицеров, это было почти из тех, которых мы с вами выполняем. Я сделал голов уважения к старшим. Они вообще, что тогда вы должны быть самыми примерными военнослужащими. В ряды вооруженных сил в основном отбираются наиболее подготовленные ребята по профессионально-деловым и моральным качествам. Будущие солдаты стоят в строю по стойке смирно. Затем, как складывается служба ингушских призывников, могут наблюдать их родственники и правозащитники, не говоря уже о сотрудниках военной прокуратуры. По словам председателя Ингушского комитета солдатских отцов, наши ребята служат достойно. Ребята, которые сегодня убывают, вы как видите, все многие дипломированные, с водительскими удостоверениями. Ребята отобранные, можно сказать, лучшие из лучших. Каждый юноша должен усвоить жизненные уроки, так считает и Амир Хамхоев. В его семье не принято уклоняться от армии. Отец давно отслужил, пришла и его очередь. Службу новобранец будет проходить в войсках Минобороны. Амир уверен, армия меняет взгляд на жизнь и формирует чувство ответственности. Важно довольно, что достойно уволиться, достойно за ях важно довольно созвание ях так дал это бог идея век амына да веки гишнага перушнага да фламил болчан диана цапейды болш цахамди илнигиттсе. Родственники, друзья и близкие приехали провожать призывников. В отличие от грустных матерей, отцы намного спокойнее относятся к проводам сыновей. Каждый из них желает им отслужить достойно и быстрее вернуться домой. Порядок. Жизненный порядок. Утром вставать, само тело подтягивать будут, и он все делает, режиму дня научится делать. Это самая хорошая штука. Там мамы нету, главное, там самое главное, там мамы нету. Там армия. Впервые из Ингушетии трое призывников отправляются служить в воздушно-десантные войска Московской области в городе Кубинка. Каждый из них принял такое решение, во многом последовав примеру главы республики. Пройти службу в этой воинской части – большая честь. Делятся новобранцы и обещают приложить все усилия, чтобы на родине ими гордились. Там будет немного сложнее, чем внутренние войска. Поэтому я постараюсь не подвести наш народ Ингушетию, точнее нашу республику. Если Аллах даст, то я постараюсь подписать контракт и дальше пойти по службе. Я выбрал эти войска, потому что это является одним из элитных войск. И там служил наш президент. Каждый мужчина должен пойти в армию. Она учит дисциплине, к порядку. Ряды вооруженных сил России на этот раз пополнен 14 человек. Всего же в течение осенней призывной кампании из Ингушетии планируют отправить 300 новобранцев, что на 100 человек больше, чем в прошлом году. Вы видите, сколько много и провожают, общественные деятели провожают, делают хорошие напутствия ребятам о том, что действительно они служили, поднимали имидж вооруженных сил, поднимали республику нашу. Что всю жизнь мы показывали только с хорошей себя стороны. Я думаю, надеюсь, что данные ребята, которые убывают, также будут продолжать те традиции, которые наши отцы нам показали. По истечению срока службы у всех желающих есть возможность остаться служить по контракту, либо же по возвращению продолжить выбранный путь военного, поступив в профильные учебные заведения. Михаил Тангиев, Джамалел Тамасханов, Новости 24.